слово «Россия» я всегда упоминаю в каком-то своем elevator pitch в самый последний момент, и я всегда начинаю с того, что я татарка, и рассказываю всем, кто попадается на моем пути, о том, кто мы такие. Я думаю, с этого все начинается, о том, что нужно просто говорить, что мы есть. Барысха да салям, это подкаст Into the Tatarverse. Подкаст про татар, татарскую жизнь и культуру во всех плоскостях и проявлениях. Меня зовут Халиль Ахмедзянов. Сегодня мы говорим с Лейлой Латыповой, журналисткой, политологом и активисткой. Лейла, салям. Салям. Ничек халляр. Ничего, ребят, была. Ничего гана. Да, ничего гана. Расскажи немножко про себя. Какой у тебя опыт и почему тебе вообще стала интересна тема Татарстана, потому что очень многие не интересуются этой темой, несмотря на то, что даже живут в Татарстане и все такое. Да, я прежде всего журналистка англоязычной редакции The Moscow Times, это моя основная профессия, я такая нерусская активистка по совместительству. Знаешь, моя история с Татарстаном, и с Башкортостаном тоже, так как я там родилась, вообще, наверное, очень долгая. Я родилась и выросла в Башкортостане, и притом не просто в Башкортостане, а в таком... Я назову это даже русской колонией в Башкортостане. Это город Благовещенск, он находится в 30 километрах от столицы города Уфы. Благовещенск был основан русскими переселенцами из Центральной России. И там был построен медиплавильный завод в свое время, и так туда переехало огромное количество рабочей силы из Центральной России. Это такой исторически русский город. И моя семья, одни из немногих татар, да и вообще не русских, кто живет в Благовещенске. Сейчас, я думаю, не русское население растет, но когда-то в 60-е, когда моя бабушка туда переехала, они были одними из первых. С этим, разумеется, связаны отдельные истории расизма максимально, я думаю, мы о них еще поговорим. Собственно, я родилась и выросла там, и, если не ошибаюсь, это было в 2012 году, я выиграла такую программу обмена Flex, которая спонсировалась Госдепартаментом США в свое время, и суть этой программы обмена, что школьники из России отправляются в США на год, живут в принимающей семье и ходят в американскую школу. Собственно, с Flex начинается такое мое, наверное, столкновение с большим русским миром, так сказать, потому что я никогда не общалась даже со своими сверстниками, из более таких русских частей этой огромной Российской Федерации. И, наверное, тогда я впервые задумалась о своей идентичности. И когда я приехала в Америку, я поняла, что мне нужно объяснять, как так я вот из этой России, но я не православная, не этнически русская, да и вообще все культуры и традиции у меня отличаются, от вот этого там, не знаю, как себя позиционирует русский мир, там, пельмени приготовить, еще что-то. Я готовила КСТБ всем. Да, и, собственно, с этого момента, я думаю, начинается моя такая деколониальность, Я начала понимать, что наша жизнь очень сильно отличается и в национальных республиках, и жизнь как нерусских народов в Российской Федерации. Я по образованию политолог, я училась также в Штатах, и здесь, опять-таки, я начинала свое обучение на факультете стран Ближнего Востока, учила арабский, а потом неожиданно поняла, что в моих каких-то классах, политологии, международных отношениях Россия опять-таки позиционируется как вот это вот моноэтничное и просто какое-то монообразование, и о регионах никто не говорит. И тогда у меня впервые что-то щелкнуло, и я решила полностью изменить свою специальность, и в результате свою диссертацию по окончанию бакалавра я писала как раз-таки об этнической самоидентификации в Башкортостане. Я до сих пор занимаюсь политологическими исследованиями в дополнение к моей работе, и я сейчас пишу магистерскую диссертацию, она у меня тоже про регионы. Я исследую протестную мобилизацию и протесты, которые произошли в регионах в 2018-2020 годах. Это были протесты в Башкортостане, протест Куштау, очень значимый. В Якутии были протесты против мигрантов и протесты в Ингушетии по разделу границ с Чечней.
Вот, да, и то есть вот эта как-то деколониальность, она, разумеется, просочилась и в мою исследовательскую деятельность, и со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину с прошлого года я вернулась к журналистской работе, я до этого работала с Moscow Times, но решила, что это прям очень правильное время вернуться в профессию и делать что-то очень такое значимое, да, я считаю, что очень важно говорить о том, что происходит внутри России. И так, собственно, появились и мои статьи, я пишу о регионах, стараюсь их освещать настолько, насколько возможно, вот. А с активизмом все на самом деле еще проще, потому что когда я начала магистерскую программу в Лондоне, как-то так получилось, что все мои ближайшие подруги, они из Украины. Вот. И мне было впервые, знаешь, безумно приятно, когда мы только знакомились, я, разумеется, всегда говорила, я из России, но я татарка, и это было какое-то, знаешь, такое удивительное понимание в их глазах и в том, что мы обсуждали, и я впервые поняла эту нашу общую колониальную проблему, так сказать. Вот. Ну и, разумеется, и до 24 февраля мы выходили на протесты, и 24 февраля я с 24 февраля неделями стояла на протесте в Лондоне, и потом я впервые купила флаг Татарстана, чтобы показать, кто здесь поддерживает Украину. Вот, и как-то это так началось, и да, я очень рада, что почему-то мой голос оказался важным, и я теперь говорю о регионах и освещаю эту проблему любыми способами, включая такими, как этот подкаст. Угу. Потом мы перейдем к Татарстану, но мне очень интересно узнать, как у тебя вообще восприятие складывалось тогда, когда ты росла в Благовещенске. Да, это там город с определенными условиями, но тем не менее, как будто бы вообще весь Башкортостан, он достаточно неоднороден, с одной стороны, а с другой стороны, это как такая лакмусовая бумажка, в том числе и России, это республика, потому что там, много всех-всех-всех. Как у тебя, когда ты росла, как ты себя воспринимала и как ты воспринимала людей вокруг себя в Башкортостане, когда ты росла, и сейчас, когда ты выросла, когда приезжала уже в осознанном возрасте? Да, знаешь, здесь я еще и росла в Башкортостане в очень интересное время, потому что это было время правления Муртазы Рахимова, теперь уже покойного. Он очень символично умер на мой день рождения 11 января в этом году. И я писала даже, помню, про это пост. Знаешь, это мой личный диктатор умер на самом деле. А мой личный диктатор, он потому что, рахимовское наследие, оно очень неоднозначное. Это действительно был такой немного разгул этнического национализма, да, в Башкортостане. И, как ты уже сказал, для Башкортостана это удивительно, потому что население действительно очень неоднородное. Вот. И я помню, что в школе, несмотря на то, что я училась в таком русском городе, русской школе, да, но у меня еще тогда было преподавание башкирского языка обязательное, за что я очень благодарна на самом деле. Но я помню, я пела песни в хоре, такие: «Первый наш президент Рахимов, в сердце будете первым всегда». Вот. И Рахимов, помню, всегда приезжал на какие-то... У него было прозвище «Открывашка» в Башкортостане. Он приезжал на открытие любых заводов, пароходов, всего что угодно. Это была его главная деятельность. Вот. Я помню это, и, знаешь, я только сейчас поняла, почему, например, и это на мою деколониальность очень сильно повлияло, да, и на мое определение деколониальности, которое я предпочитаю, потому что я выросла как представитель нетитулярной нации в Башкортостане. Здесь такая была в Рахимовской Башкирии очень интересная иерархия. Но, разумеется, русских трогать особо нельзя, потому что есть Кремль, да, там всегда можно заступиться. Башкиры, все как бы какие-то высокие посты в государственных учреждениях тогда всегда занимали этнические башкиры. Это прям такой доказанный факт. Вот. А у татар была такая интересная позиция, потому что можно было немножечко притвориться башкирами, а вроде бы мы такие тоже безнен кшеляр, потому что тоже тюрки, ничего нормально не понимают, и можно куда-то было продвинуться. Вот, такая очень интересная динамика. Вот, и поэтому, знаешь, я очень всегда настороженно с тех пор отношусь к призывам к этническому национализму, потому что, я знаю, что тем же самым татарам в Башкортостане может
нелегко быть, если будет какой-то такой опять разгул этнического национализма. Да, ну, в Благовещенске истории расизма какого-то, их очень много. Знаешь, вот есть семьи, которые живут в одном дворе с моими родителями уже там просто десятилетиями, и мы знаем, что за глаза они нас называют татарва, и это абсолютно нормально. И так происходит со всеми. Очень моя тетя, она наполовину этническая башкирка, и когда она пошла в садик, они приехали в Благовещенск, она вообще не говорила на русском, она говорила на такой смеси башкирского и татарского, это очень нормально для Башкортостана на самом деле. Ну и да, и в первый же день ее родителям сказали: научите ребенка говорить на человеческом языке, тогда и приводите. Вот. Это какой? Да. Русский? Русский, человеческий, только русский. Ага. Да, да. Вот, в общем, это такая, знаешь, очень сложная какая-то мозаика, то, что я видела. Но я в Татарстане бывала так только наездами в качестве туризма, хотя я и считаю, что это, наверное, наша какая-то этническая родина, да, это действительно это удивительное чувство, и всегда, когда я приезжала в Казань, что ты чувствуешь себя абсолютно среди своих людей, в своей тарелке, да, потому что к тебе относится вот ты часть этого общества. Вот, но при этом я понимаю, что в отличие, может быть, от некоторых ребят, кто татар, я имею в виду, да, кто родился в Татарстане и всегда чувствовал какое-то вот это вот подспорье, да, своего этноса, у меня меньше этого радикализма, но просто потому, что я продукт вот этой среды башкортостанской, вот. Да, хотел сделать ремарку, что это, в принципе, как будто бы такая не моя совершенно мысль, но бытовая ксенофобия и вот эти все шовинизмы и так далее, они как будто бы стали настолько частью жизни, которые ты, пока растешь, не замечаешь совершенно. Mm-hmm. И если в Москве, я рос в Москве, и я ощущал это в меньшей степени, поскольку в Москве всегда было очень много всех разных, хотя 2000-е в Москве это супер правые движения и так далее, и так далее. Вот. И тем не менее, на бытовом уровне, там, между семьями даже, я это ощущал больше, вот как раз приезжая в Татарстан, Башкортостан, где это деление ощущалось и присутствовало всегда, с одной стороны, внутри, но снаружи это как бы не чувствовалось, потому что все равно друг с другом общаются. И это всегда вот такая странная история каких-то непонятных откуда-то идущих, ну, я тогда не понимал, откуда идут вот эти вот взаимные обиды по национальному признаку. Вот. Сейчас я более-менее понимаю, но действительно это как будто такая проблема не только от русских по отношению к другим национальностям, но и внутри национальности очень много работы, чтобы друг друга принимать. Да. Вот, да, в общем, такая ремарка. Интересно, как ты, когда проводила свои исследования, когда ты писала, с чего ты начала, поскольку у нас есть все, кто говорят о суверенитете, как я тебе давно тоже писал, все начинают со слов Ельцина, вот, но не со слов Ельцина же началось это движение, вот, и мне интересно было у тебя спросить, вот последняя вот эта вспышка борьбы за суверенитет, в какой момент она началась, это были там 80-е, или, может быть, оно всегда было, но тлело, вот, можешь рассказать об этом? Да, конечно. Ну, знаешь, я думаю, что это было всегда, и как ты уже сказала, вообще для меня это на самом деле до сих пор остается загадкой, почему у татар, в частности, да, это вот чувство национальной самоидентичности, оно всегда было очень сильным, несмотря ни на что. Я это вижу по своей семье, что вот у меня, я знаю, что многие ребята, во всяком случае, с начала вторжения, да, начали как-то переосмысливать свою идентичность, раскрывать свои корни и так далее. Я не знаю, у меня никогда не было... Я всегда была татаркой, и мы всегда были татарами, это было главной нашей идентичностью, никакого там, что мы там русские, о том, что мы россияне, это все как-то всегда уходило на второй план. Вот, но здесь еще я думаю, что потому что нас, в принципе, много, да, и татары все-таки вторая по численности этническая группа на территории современной России.
Вот, поэтому я думаю, что оно, знаешь, было там всегда, но здесь можем затронуть эту удивительную историю со штабом Идель-Урал, да, который был основан во время революции, просуществовал он там совсем недолго, а Идель-Урал — это была такая идея, которая на самом деле стремилась объединить именно мусульманские народы, как они это позиционировали, вот на территории нынешнего Поволжья. В основном, разумеется, там лидерами были башкиры и татары. То есть уже тогда, во время революции, была вот эта идея, что нужно как-то отсоединяться и создавать автономию. Эту идею Идель-Урала быстренько пресекли и создали, по-моему, в начале Башкиро-Татарскую ССР, да, и потом уже нынешние Башкортостан и Татарстан появились на карте. Так что границы уже были тогда, и в советское время, да, поэтому здесь была почва для того, чтобы зародились какие-то национальные движения. Про Ельцина, да, это уже такое немножечко постфактум, потому что, я думаю, особенно это интересно, тут опять-таки контраст Татарстана и Башкортостана, потому что в Татарстане эти движения за независимость были достаточно низовыми, да, это были именно активисты, и очень молодые активисты, кто вот эту идею как-то приносил в массы, и были массовые протесты за суверенитет и так далее. А вот в Башкортостане это была более такая как бы сверху вниз направленная идея суверенитета, потому что там элиты очень быстренько все узурпировали, и так и Рахимов пришел к власти, и весь его клан быстренько все оккупировал, просто говоря о суверенитете. Вот. Да. Потом уже пришел Ельцин, который, я думаю, пытался как-то сгладить обстановочку, да, вот этой фразой, сам не понимая, к чему это приведет. Вот. Этот процесс, как я понимаю, сейчас ретроспективный тоже как-то изучая и погружаясь в это время, там, спрашивая моих родителей, родственников, радикальное отделение тоже совсем не принималось всеми. Как будто бы здесь очень сложная роль, если говорить про Татарстан, у Шаймиева, который, с одной стороны, выбил себе, так скажем, довольно большие по меркам всей остальной федерации какие-то преференции, но, с другой стороны, сразу пошел на договор. Это, как мне кажется, именно это и стало ключом к тому, чтобы он так надолго задержался, вот, поскольку он устроил всех. Но, опять же, насколько вообще люди готовы были тогда стать суверенным государством, как и хотели наиболее радикальные последователи этого движения? Да, слушай, это хороший вопрос, но был референдум, да, 92-го года в Татарстане, где почти 63%, по-моему, голосуют за суверенитет, внимание, там очень интересная формулировка, да, и я думаю, что мы сейчас в 2023 году опять пришли к этой же проблеме, что суверенитет и независимость, одно ли это тоже, и что именно нам нужно, вот, знаешь, я думаю, мы ведь... Если бы не началась война в Чечне, мы не знаем, как бы повел себя Шаймиев. Я думаю, что это стало решающей точкой, и мы знаем, да, вот все эти, по-моему, теперь это уже доказанность, а не слухи о том, что и войска стягивались к территории, к границам Татарстана, да, чтобы, не дай бог что, Казань начать бомбить, что было бы, я думаю. Теперь мы знаем, что Кремль способен на все. Это было бы абсолютно нормальным, я думаю, в их системе координат. Да, поэтому сложно сказать, но видишь, опять-таки в Башкортостане, Башкортостан очень быстро подписал федеративный договор, прям почти молниеносно. Татарстан еще немножечко там как-то выигрывал время. Это такой, по-моему, любимый татарский прием — выиграть время. Вот. Да, поэтому сложно в ретроспективе, я думаю, сказать, о чем эти люди думали и что вообще происходило. Вот, но Шаймиев еще жив, и, может быть, кто-то у него когда-то спросит, что действительно произошло. Вот, потому что, знаешь, я думаю, удивительно, здесь еще вот, опять-таки, проблема журналистская тоже, потому что, независимых СМИ было мало, и, опять-таки, у нас
такая, мне кажется, узкая картина, да, того, мы не знаем всего, что происходило именно поэтому. Потому что когда я спрашиваю своих родителей, а что происходило в Башкортостане, в маленьком Благовещенске не происходило ничего. Просто там никто и не знал ни про суверенитет в Татарстане, ни про то, что Башкортостан что-то делает. У людей были свои проблемы, и в основном экономические, да, потому что это было очень тяжелое время. Давай немножко вернемся назад и поговорим про проект «Эдель Урал». Насколько ты вообще изучал этот вопрос? Я не историк, поэтому я так близко это не изучала. Знаешь, с политической точки зрения он меня всегда интересует и очень так интригует с точки зрения границ. Я считаю, что это вот эти границы Эдель-Урала, эти карты Эдель-Урала, это вообще удивительный проект, потому что, ну, это действительно очень такая воплотимая даже в нынешних реалиях вещь. Но опять-таки, как я сказала, из того, что я знаю, там был очень этот сильный акцент именно какого-то исламского, да, движения, что это мусульманские народы, и я думаю, ну, в современных реалиях это уже точно неприменимо, потому что, ну, я думаю, что большинство, да, татар, мы как-то рождены и как будто бы отождествляем себя с исламом просто де-факто, но действительно ли это какая-то общая идеология, я так не думаю. Думаю, что самая интересная, на самом деле, история про проект «Эдель-Урал» — это как он еще использовался во время Второй мировой войны, потому что был ведь легион «Эдель-Урал», созданный Рейхом, и у меня это личная моя история, потому что мой прадед Анвар Шакиров, он служил на белорусской границе как раз-таки в 41-м, и семье через несколько месяцев после начала войны просто пришло оповещение, что он пропал без вести. И мы только недавно начали поднимать архивы, чтобы понять, где он похоронен, не похоронен. И выяснилось, что на самом деле он не пропал без вести, а он был взят в плен и отправлен в легион Эдель-Урал. А потом он стал частью большого подпольного движения, которое было организовано внутри легиона. Большинство участников этого подпольного движения, они занимались там и пропагандистской деятельностью против, разумеется, нацистской Германии и Рейха, а потом большинство из них перешло обратно, сдались на сторону красных, ну и там их быстренько убили тоже. Вот, это очень печальная история, но я просто думаю, это очень интересно, как действительно пытались, да, использовать какой-то этот национализм, вот, но не совсем сработало в этой ситуации. Угу. Я почему, собственно, спрашиваю, потому что, как мне кажется, Татарстан и татары начали себя отделять как раз-таки, относительно недавно, потому что все, по большому счету, действительно определяли себя как мусульмане. Мусульманский мир, мы принадлежим к мусульманам, мы там ездим учиться в Стамбул или в Бухару, а Москва нам как бы по боку. Так много и часто оглядываться на Москву и ругаться на нее, и при этом бояться от нее отойти, это как будто бы супер недавний какой-то нарратив. Я подвожу к вопросу о том, что очень много идет разговоров о том, что Татарстан не может отделиться сам по себе, поскольку это государство будет, которое будет внутри, забыл, как называется термин. Анклав. Анклав. Государство, которое окружено другим государством. Да. Вот. Во-первых, что ты насчет этого думаешь? Насколько это действительно проблема? А второй вопрос, наверное, действительно боятся суверенитета Татарстана, независимости Татарстана, потому что он один не уйдет. Да, сложный вопрос. Знаешь, тут, я думаю, проблема именно государства, да, без каких-то внешних границ, это просто жить с Россией под боком. И мы видим, что жить с Россией под боком — это очень-очень опасно. Поэтому здесь я действительно думаю, что независимость, она не может прийти, например, только к Татарстану, она должна прийти и к другим республикам, или какая-то форма
суверенитета, да, может быть, кто-то предпочитает конфедерацию или еще какой-то другой arrangement внутри России. Вот. И я думаю, что это важно, именно что, да, это должно быть системное изменение, и в нынешних реалиях, ну, ни один регион, я считаю, что просто единолично Кремлю не сможет просто так взять и противостоять. Вот. Ну и в этом, я думаю, и суть деколониальности тоже, да, потому что и в этом ее различие от национализма, она именно в этой солидарности нерусских народов, которые сейчас живут на территории Российской Федерации, а еще и солидарность регионов, потому что мы знаем, что в дополнение к этнической, да, идентичности есть еще и региональная идентичность, и она тоже очень-очень сильна. Даже в регионах, которые считаются, да, у них нет титула там республики, да, и, может быть, у них русское население, но все равно у них есть какое-то свое видение будущего, которое не связано с Москвой. Вот. Ну, знаешь, как политолог, я еще должна сказать, что здесь еще, в принципе, проблема, что когда ты жил вот в этих условиях одного государства очень долго, здесь еще, например, экономический вопрос, да. Мы знаем, что Татарстан очень богатый, ресурсов там хватит точно, чтобы просуществовать одному, но просто сейчас все какие-то линии существования построены так, что регионы зависят друг от друга и зависят от Москвы и так далее. И это очень, я думаю, будет сложный и долгий процесс, он возможен, но чтобы куда-то уйти, да, в более суверенную модель от этого. Ну и потом мы, в принципе, живем в эпоху глобализации, и невозможно будет существовать вот так вот одним маленьким анклавом, да, и не иметь каких-то экономических, других культурных связей с соседями. Я думаю, больше всего всех пугает вопрос этнических русских, разумеется. Это главный вопрос с суверенитетом. Вот. Но здесь, я думаю, на нашу в сторону борцов с колониализмом встает как раз-таки эта идея региональной идентичности. Я знаю, в Татарстане она есть, в Башкортостане она абсолютно точно есть. Так что я сейчас так увильнула, я не могу дать точного ответа на вопрос, что будет лучше. Я считаю, что да, у Татарстана есть предпосылки к тому, чтобы стать очень успешным государством, но при этом, да, география все-таки не в нашу пользу немного играет. Ну и я уже писала об этом и исследовании. Знаешь, я всегда связываю, что не будет никакого суверенитета, не будет никакой автономии, ничего, пока не будет демократии на местах. И вот в этом вопрос. Нужно строить демократические институты, а построение демократических институтов — это, знаешь, даже не только инклюзивность, это еще в социологии, да, феминистской теории есть такая разница между equality и как бы accommodation, ну что те народы, да, у которых сейчас мы не на равных позициях с этническими русскими в принципе. Вот, и нужно каким-то образом в новую политику, да, в этого нового государства там или чего оно будет, нужно включать то, что нужно помогать именно нерусским народам подняться внутри него, и только тогда, когда у нас будут возможность, да, наш голос будет услышан, мы сможем построить демократию и уж потом разбираться с Россией, которая, ну, вот там всегда останется, даже если мы отделимся, как и Дель-Урал. Ну да, это как будто бы вопрос уже второго, если не третьего или четвертого порядка, поскольку, да, вопросов очень много пока что на повестке. Но тут как будто бы все равно есть такой момент, что демократию на местах без демократии в центре, в нынешнем состоянии, к сожалению, не построишь. Да, да. Да, и в этом плане почва как будто бы более подготовлена как раз-таки за меньшего авторитета верхов в Башкортостане, как будто бы шансов больше, чем в Татарстане нынешнем, поскольку страшное слово произнесем, клан Минихановых, они как бы и Шаймиевых, они глубоко-глубоко сидят во власти в Татарстане, и это сложный вопрос, который тоже как будто бы надо будет решать, дай бог, на нашем веку. Вот. Да, да, безусловно. Ну, да, в Башкортостане клановость ушла с Рахимовым. Он очень
так прогадал, поссорившись с Кремлем, и у него был очень незавидный уход из власти, там была потеря активов, и по сравнению с Татарстаном, да, Башнефть, например, была продана Москве просто почти сразу после его ухода, как и все ресурсы. Да, но что, разумеется, тоже грустно, потому что сейчас Башкортостан абсолютно подконтрольный регион, и мы видим, что Ради Хабиров, нынешний глава, он просто все делает, чтобы быть любимцем Путина. Тут Башкортостан впереди планеты всей с этими этническими батальонами, да, которые они отправляют в Украину и используют флаг Башкортостана. Вот, там даже есть батальон Салавата Юлаева, что я считаю вообще абсолютный сюр, потому что Салават Юлаев боролся за независимость Башкортостана, и почему-то сейчас батальон его имени идет в суверенную Украину сражаться с кем там, они с нацистами сражаются. Вот. Да. Ну, здесь вообще с названиями в этой войне очень большие проблемы. И вообще с символами и какими-то идейными двигателями. У меня такой получается, знаешь, типа проверяю на тест все чаяния активистов, вот, и задаю эти вопросы. Но да, мне кажется, действительно на эту тему важно говорить, поскольку есть деколониальные активисты, которые говорят, мы есть, и у нас есть такая проблема, а есть оппозиционные, так называемые, либеральные лидеры, и тоже активисты, которые говорят, нет, с этим вообще не надо разбираться, нам надо с Путиным разбираться, и это наша главная проблема. Насколько действительно есть, потому что, на мой взгляд, этого дискурса в России среди населения нет вообще. Насколько вообще есть это понимание у людей о том, что Россия там исторически колониальное государство, что там регионы и народы, они были колонизированы, пусть сейчас они там уже давно и живут, но тем не менее. Вот. Как это твои ощущения? Тут не обязательно, может быть, даже с экспертной точки зрения, а по твоим ощущениям, как ты это ощущаешь, чувствуешь? Да, знаешь, я думаю, что никто... вообще до недавнего момента, да, никто не использовал термин «империя», «колониальность» и так далее. Это достаточно новые слова в нашем лексиконе, но про что я могу точно сказать, живя в Башкортостане, да, и я люблю спросить у людей о политике и так далее. Особенно, когда пока я училась в Штатах, я каждое лето ездила домой, у меня был такой, знаешь, сэмплинг. Я спрашивала людей какие-то вот насущные вопросы. И мне было всегда очень любопытно, что на самом деле думают люди, о которых я тут пишу, на английском еще к тому же. Вот. И, знаешь, в Башкортостане, во всяком случае, всегда была вот эта как раз-таки региональная идентичность, она всегда была очень яркой. И до сих пор у каких-то, знаешь, я разговариваю со своими родственниками, которые, там, далеки от политики, да, не интересуются политикой, вот те самые люди. Но вот этот дискурс о том, что Кремль надоел, Кремль все ресурсы забрал, посмотрите, дорог нет, нефть качают из Башкирии, знаешь, это особенно показательно в Благовещенске, потому что когда едешь от Уфы в Благовещенск, это там дорога занимает 25 минут примерно, и вся эта дорога — это нефтеперерабатывающие заводы, просто бесконечные. И ты видишь, да, это такая богатая республика. Но ты до недавнего времени, сейчас вроде бы дорогу худо-бедно отремонтировали, но ты вот едешь вокруг нефтеперерабатывающие заводы, но дороги нет. Вот, и, разумеется, знаешь, это очень такая простая корреляция, и у людей всегда было много вопросов по этому поводу. Почему мы такой богатый регион, так живем? Ну и потом, я думаю, все равно, да, в последние годы, из республик, во всяком случае, люди начали выезжать там в Санкт-Петербург, в Москву, хотя бы на какие-то там туры выходного дня и так далее. Раньше этого вообще не было, никто никуда не ездил и просто сидел в республике. И здесь, я думаю, люди впервые начали сталкиваться с ксенофобией, да, вот с этим там, езжайте в свою Башкирию, да, обычно не Башкортостан, вот, и так далее. И когда ты сталкиваешься, опять-таки, с этим миром, да, твоя идентичность, она, я думаю, становится только ярче. Мы с тобой это пока не обсудили, но, знаешь, я всегда
думаю о том, что, ну, татары очень разномастно, да, выглядят в плане именно внешности. Вот, но я всегда себя считала очень white passing, меня могут принять там, ну, если не за русскую, но что-то такое нормально, типа, вот. Ну, например, моя мама, ее, как бы, часть вот семьи, они выглядят более по-азиатски, и я помню, когда мы там ездили в Центральную Россию, что, ну, на маму как-то всегда смотрели, да, вот с ней такие более какие-то белые дети, а вот она такая... Вот там типа, а вы откуда? Ну, не из Москвы же? Ну, такое. Вот, и я помню, что моего дядю постоянно останавливали в метро, проверяли паспорт, потому что он не выглядит как белый русский человек. И я думаю, чем больше ты с этим сталкиваешься, да, тем больше ты понимаешь, что мы вообще живем в одной стране, потому что я пересек там условную границу Башкортостана, и резко всех начало волновать, есть ли у меня паспорт этой страны или нет. Вот. Да. Причем как будто бы... По крайней мере, я, может быть, в силу того, что очень давно жил в Москве, для меня это было настолько нормой, что как бы для меня даже не было вот этого момента, что я там выехал куда-то, и, ну, у меня лично и проблем-то таких не было, пока я не называл свое имя. Самый частый вопрос: а почему тебя так зовут? Действительно, когда ты по-другому выглядишь, это прям совсем тяжело. А возвращаясь к тому, о чем я спрашивал, про деколониальность, я действительно это ощущал в большей степени, наверное, в Татарстане, поскольку моя бабушка вообще из Ульяновской области, росла там в Кыргызстане, только учиться приехала в Казань, но для нее сейчас существует только Казань и Татарстан, как будто бы для России для нее нет. Потому что она прям очень много где была чужой, а здесь обрела свой дом. И как будто бы, да, вот это вот желание дома, оно в таком виде выражает вот эту деколониальность. Да, я, знаешь, я думаю, оно у многих есть, и проблема сейчас просто в том, и я знаю, что очень многие активисты, мы это обсуждаем, что у нас нет, ну, даже какого-то новостного, да, ресурса, чтобы просто пробиться к этим людям и начать говорить о вещах, которые их волнуют, и вот как-то эту повестку расширять, ну, потому что с региональными СМИ, ну, просто беда в России. То есть, да, условное радио «Затлык», там, и «Дель Реалии», но мы знаем, что аудитория у них, ну, не настолько большая. Вот, и поэтому вот информационная проблема, она очень остро, разумеется, стоит сейчас. Да, а так я думаю, если об этом говорить, потому что когда я об этом говорю, я опять-таки на своей семье тестирую, знаешь, когда я начала впервые прям называть это колонии, империя, я сейчас слышу, что там мои родственники используют какие-то такие слова, просто потому что, ну да, действительно так, ты просто понимаешь, вау. Вот. Ну да, и вот, и, знаешь, я думаю, что, ну, вообще политика, да, и какие-то там, какого кандидата и какую повестку ты поддерживаешь, это же очень эмоциональные всегда вещи, да, вот это чувство дома, я думаю, что оно очень большую роль сыграет. Ну, как, например, я, конечно, из Башкортостана, но, например, я очень часто выхожу именно с татарстанским флагом, да, потому что для меня вот там вообще просто, я считаю, Башкортостан дом, я очень люблю, но в Татарстане это вот вообще уже приходишь, как, ну, я обожаю это выражение «безнен кшеляр», я думаю, это такой великолепный термин, который называется, ну, «наши люди», да, вот, и ты свой, вот ты приходишь туда, я помню, каждый раз, приезжая в Казань, а я люблю сходить там и купить, не знаю, какие-нибудь татарские сережки там с орнаментом где-нибудь. И вот ты там разговариваешь с продавщицей, и она сразу такая: ой, ну там наша девочка, вот там, ой, молодец, там в Америке учишься. На это так удивительно, что твои люди как бы тобой гордятся. Это очень приятно. У меня на самом деле это чувство появилось первый раз. Я осенью приехал в Татарстан и пошел получить читательский билет в Национальную библиотеку. Мы с ней перекинулись, знаешь, вот это вот двуязычие русско-татарское с какими-то вкраплениями, но даже вот эти вкрапления татарского языка, которые
я вообще не использовал даже, когда приезжал до этого в Татарстан. Ну, помимо общения с родственниками, я имею в виду, а вот с незнакомыми людьми, мне это дало такой кайф. Это у меня произошло через Турцию, наверное, из-за того, что я сейчас живу в тюркоязычной стране, и я понимаю, что такое на постоянной основе использовать тюркский язык, потому что для меня это был язык бабушек, дедушек с родственниками поговорить, а потом перейти на русский. Вот. А тут ты живешь на этом языке, ты смотришь контент на этом языке, видишь все, что на этом языке, и это как бы дает понимание, что, блин, а на самом деле круто было бы, если бы и у тебя был вот на твоем языке, на татарском языке все то же самое. Не как такое ответвление для тех, кому там хочется душу отвести и послушать Татар Радиосы. Вот. А вот прям чтобы все новости на татарском, и не ТНВ, потому что это все равно, вот это круто, что они есть, но как будто бы весь контент на татарском языке, он немножко, не скажу маргинализирован, но очень для узкого круга делается. Да, мы с тобой еще о языке не поговорили. Ты-то вот татароязычный, а я-то нет. Да, точно. Я забыл, я обычно всех с самого начала спрашиваю, потому что мне все отвечают на татарском, как дела. А ты так отшутилась. Вот. Я отшутилась. Да. Расскажи, как у тебя с языком? У меня с языком все, плохо. Я на самом деле продукт колониальности вообще максимальный. Что удивительно, у меня абсолютно татароязычная семья. Мои родители не говорили на русском вообще до того, как пошли в школу. Абсолютно никак. И меня растил мой дедушка, который тоже татарский его родной язык, он всегда по-русски говорил с акцентом. Но почему-то, в отличие, например, даже от моей старшей сестры, было принято решение, что со мной только по-русски, потому что, не дай бог, что-то у меня в жизни не сложится. Если там я буду говорить с акцентом, да, недостаточно хорошо буду знать русский и так далее. Эта история потом у меня повторилась в школе. Потому что когда я начала учиться, еще были уроки родного языка обязательные, они притом были, что любому нерусскому ученику должны были предоставить учителя родного языка. Я начала учить татарский в 1 классе. Я помню, мне безумно нравилось, а потом моя русская учительница и классная руководительница сказала моей маме, что у меня просто ужасный русский. Я читаю с 3 лет на русском. Я не думаю, что у меня был ужасный русский. Вот, и меня мама очень испугалась на самом деле. Я ее абсолютно понимаю, знаешь. И она перевела меня на уроки русского как родного языка. Вот. Да, и я с тех пор учила русский. То, что я знаю, у меня были уроки башкирского обязательные, но они тоже, знаешь, потому что это был русский класс, я помню, там было столько каких-то оскорблений среди русских ребят в сторону учительницы башкирского языка, это было просто ужасно. Но, да, я, например, я грамотная, я умею читать и писать хорошо, говорить я не могу вообще, я это неплохо понимаю, потому что, разумеется, знаешь, там, когда какой-нибудь аш собирают или еще что-то, да, родственники, то все говорят на татарском, я отвечаю на русском. Вот, это очень странная динамика. Вот, но я начала учить татарский, на самом деле, сейчас, и это очень-очень интересный экспириенс, потому что, например, я поняла, что я писать умею на башкирском, башкирский и татарский похожи, но алфавиты-то отличаются, да, и некоторых букв нет в татарском алфавите. И у меня всегда такой когнитивный диссонанс, там, где я хочу написать букву «к», которая есть в башкирском языке. Мне приходится писать обычную «к». Вот. Да, это очень интересно. Потому что еще и башкирский, татарский, он отличается, да, от вот этого литературного татарского языка. Он немножечко все равно башкиризированный у нас в Башкортостане. Вот. Да, это такая очень печальная история с языком. Мне татарский очень нравится, и да, я очень надеюсь, что я выучу его и буду использовать. Но здесь, видишь, опять-таки вопрос использования, потому что, да, есть какой-то там узкий круг друзей, да, с кем можно поговорить на татарском, но даже язык нашего какого-то общего постколониального пространства, даже среди тюрков, да, все предпочитают говорить не на своих языках, хотя бы мы друг друга поняли, а, на русском, потому что так проще, да, или на английском. Да,
У меня на самом деле похожая ситуация, то есть, несмотря на то, что я уехал с родителями в Москву, я говорил по-татарски до, наверное, хорошо говорил по-татарски прям до 1 класса, и потом все меньше и меньше. Вот у меня даже брат младший по-татарски начал говорить до того, как он пошел в детский сад. Вот, там ему пришлось переучиваться. А потом они с родителями уехали, у меня 2 младших брата, они уехали в Башкортостан, и там у них были уроки башкирского, уже не обязательные, но они пошли, потому что почему нет? Вот, и там учительница башкирского говорила: у вас татарский, башкирский, и вы, это... И вот эта вот смесь, а когда я приезжал в Казань, надо мной все смеялись, потому что я вместо сульгы тастымал говорил, это полотенце. Вот. Да, а в Башкортостане все тастымал говорят, а как мне говорить? И я вот так вот все слова в итоге пришлось выучить, чтобы надо мной никто не смеялся, но в итоге я везде все равно не свой. Вот. Да, но ты знаешь, у меня всегда в Казани было ипи и апей, а мы всегда говорим апей в Башкортостане, ну вот он такой, а тут ипи, вот. У меня мама всегда очень возмущалась, что ей делают замечания в Казани, потому что у нее очень красивый татарский, она как бы с детства говорит и так далее. И она говорит: приедешь в Казань, даже комплимент там не сделают, еще и поправят. Хорошо бы вот этот вот, как это сказать, граммар нации татарский, его бы надо на какое-то время поубавить, потому что нам бы поговорить хотя бы друг с другом по-татарски. Да, я с тобой абсолютно согласна. Ты знаешь, я думаю, что, опять-таки, Украина нам всем в пример, и то, как украинцы, которые говорили на русском, до вторжения, сейчас переходят на украинский, и что, из того, что я слышу, мне рассказывают друзья, там этого нет, да, все так рады, что люди переходят на украинский язык, готовы общаться, да, вот. И вообще с любым языком. Я сейчас в Сербии нахожусь, и я училась сербо-хорватский, так будем называть этот язык, и, знаешь, это просто настолько непопулярный на самом деле язык, что когда я здесь начала впервые говорить, люди просто были так рады, что кто-то говорит на их языке, и это мне очень помогло, я очень быстро начала говорить и с легкостью. Я думаю, да, нам очень нужно это сделать и друг друга поддерживать. А ты сказала, что ты читаешь и пишешь, но не говоришь, да? Да. Удивительно. Потому что в школе как проверяли знания башкирского диктант. Так что я слышу, знаешь, на слух, мне произнесут, я все тебе напишу без ошибок. Могу не знать, что это значит в каких-то, наверное, 70-80% случаев. Я не знаю, что это за сложный текст, но напишу я его замечательно. Удивительно, потому что я, наоборот, не умею писать и читать, но я сейчас учусь этому, потому что я никогда не использовал в письме язык. Я только говорил на нем, и то на таком супербытовом. Вот, да. Хотел затронуть тему, мы немножко, когда говорили о том, какие процессы, это мы сейчас от языка отойдем, хотя и про это тоже. Когда мы говорили про процесс в будущем перехода от такой зависимости и централизованности к большей независимости, я подумал, что стоит, наверное, поговорить о том, что бывшие республики СССР, которые стали все-таки независимыми государствами, до сих пор проходят этот путь. Вот. И как будто бы тоже нужно понимать, что это вообще нелегко, и это, к сожалению, у кого-то добывается кровью, внутри себя поменять, как минимум. Вот. Как ты думаешь, у кого сейчас наиболее удачный пример? Если мы будем говорить про, наверное, Центральную Азию, да, нам ближе тюркские, так сказать, народы. Я бы, наверное, выделила Казахстан. У них тут и реформа была алфавита, да, они перешли на латиницу. Я вообще считаю, что это замечательная идея, но нам пока еще рано об этом говорить в Татарстане. Вот. И, в принципе,
У меня очень много друзей из Казахстана, и количество... Моя лучшая подруга, ее племянники, большинство из них учатся в казахоязычных школах, они ходили и в садик, да, на казахском общались. Хотя у нас очень похожие вот истории, знаешь, она из Уральска, а это вот так вниз от Башкортостана проедешь, там Уральск тоже такой очень как бы русифицированный город Казахстана, и у нас не абсолютно идентичная в плане языка история, например. Вот. А удивительно, что поколение сейчас, которое после нее, да, оно возрождает свои традиции и свои корни. Я думаю, Казахстан — это лучший для нас пример, вот именно в плане языковом. Да. При том, что там вот как раз этот пример того, что не без проблем, но тем не менее продолжает уживаться и русский язык, поскольку очень много носителей среди казахов, и русскоязычного населения тоже много, и при этом все равно развивается казахский язык. Это как будто бы очень клевый пример, который непростой, но единственно верный как будто бы путь в нашем случае, потому что там, например, Грузия всегда больше говорила на грузинском языке у себя. Да, да. Вот, там то же самое про Армению, вот. Украина всегда была половина на половину, как мне кажется. Вот, я не буду выступать экспертом, а вот в Татарстане, в Казахстане как будто бы вот русский язык превалировал очень давно. Я еще хотел спросить по поводу... Ты просто говорила, что тебя обвиняют в том, что ты недостаточно радикализирована в плане независимости и суверенитета. Вот, почему? Вот у меня такой вопрос к тебе. Чего ты боишься или какой у тебя мотив для этого? Да, у меня очень такой... знаешь, в политологии вообще все исследования всегда говорят, идите к one state solution, да, чтобы избежать, то есть решение одного государства, чтобы избежать кровопролития. К сожалению, это такой очень последовательно, да, много примеров из истории, что нужно искать способы строить, да, вот это называется позитивный мир, да, positive peace, что нужно как бы людей примирять друг с другом, научиться слышать друг друга, и вот только тогда будет какая-то стабильность, демократия, независимость, все что угодно, а просто каким-то решением границ и закрытием глаз ничего этого не решить. Вот, я думаю, что это первое, да, что меня как бы сподвигает быть не настолько радикализированной. Ну, а во-вторых, потому что, моя родина — это Башкортостан. И вот у меня это чувство двух родин, я думаю, оно меня очень заставляет быть очень-очень аккуратной, потому что я всегда думаю, хорошо, если Татарстан отделится завтра, я с огромной радостью поеду в независимый Татарстан и буду делать все, что угодно, чтобы он развивался. Вот. Но еще есть родина моя, Башкортостан, за которую я тоже всегда буду переживать, вся моя семья оттуда исторически. Да, и, не хотелось бы увидеть какой-то потери связей между республиками. Но сейчас их и то не так много. Я считаю, что нужно больше связей внутри, да, между республик Поволжья развивать. Вот, да, поэтому я очень всегда аккуратно говорю об этом. Вот, и в принципе, да, потому что, как я уже сказала, есть региональная идентичность. И я знаю, что... знаешь, общаясь с ребятами из других республик, я знаю, что татарам, нам просто немного легче, я думаю, об этом говорить. Нас много, мы большинство в нашей республике. Да, и, здесь про клан Минниханова мы уже посмеялись, но, ладно, дадим должное, что бренд Татарстан все равно развит так, как ни один другой бренд на территории современной России. Знаешь, я шла с флагом Татарстана на протесте в Лондоне, ко мне подходили британцы и говорили: «О, вы из Татарстана». И я такая: неужели? Удивительно. Вот. Поэтому я всегда думаю, что я говорю с такой, знаешь, если я тут буду говорить: сейчас мы отделимся, да, всем нужно отделиться и забрать суверенитет, я говорю с позиции такого привилегированного человека, у которого, у Татарстана привилегий много. А что, например, говорить, не знаю, о Марий Эл, о Чувашии?
там это намного сложнее, как я уже сказала, я уверена, что если не будет мира на всей этой огромной там территории Поволжья, то никакого светлого будущего и у Татарстана не будет. Вот, поэтому я очень аккуратно к этому подхожу. У меня отсюда такой вопрос. Я просто солидарен с тобой в том, что такой путь, он как будто бы, к сожалению, может быть в какой-то момент непопулярен, поскольку люди загораются очень быстро от полного нежелания думать и говорить об этом до «все, нам нужно всех выгнать, остаться тут одним, запереться и быть великими». Вот. Ну, куда может национализм привести, в принципе, и через что он проходит зачастую, к сожалению, в чистом своем виде. Как ты думаешь, как вообще об этом с людьми разговаривать? И с людьми, которые вообще вне дискурса находятся? И, ну, если, например, кто-то нас там послушает, вот, и захочет об этом поговорить, там, әби белән, бабай белән, вот, потому что там тоже разные бывают әби и бабайлар. Слушай, я думаю, здесь нужно начинать с эмоционального и с личных историй. У меня бабушка тоже такая, она, знаешь, сталинистка, и теперь уже тоже такая Россия, вот. Но, знаешь, когда я с ней разговариваю, я всегда очень аккуратно, ну, там она мне что-то, я говорю, я учу татарский. Она такая, ой, как, никогда не думала. И, значит, неожиданно начинает переключаться со мной на татарском говорить, хотя бы она вообще из татароязычной семьи абсолютно. Вот. И она такая, вот почему? Я говорю, ну, а вот что, говорю, язык же вымирает, вон данные переписи, посмотри, что ж такое, это татар меньше становится, и так далее. И, знаешь, у нее так сразу загораются глаза, она там начинает говорить, да, вот какие-то, знаешь, вспоминать там, не знаю, случаи из жизни, где она бы хотела поговорить на татарском, не получилось, и так далее. Я думаю, вот с этих маленьких разговоров, да, о именно идентичности человека, и начинается этот деколониальный путь. С кем-то, да, тут опять-таки, зависит от национальности. Я уверена, что можно и с этническими русскими, да, из Татарстана и Башкортостана говорить о деколониальности, а здесь уже пойдет вопрос, например, о каких-то там ресурсах. Да, ну или шутка про то, что Татарстан — это отдельное государство, тут вообще у всех резонирует, да, что мы все там живем в отдельном государстве. Да, я просто думаю, что это нужно начинать с личного, а не с каких-то высоких политических терминов, и пытаться как бы показать человеку, ну или даже спрашивать, а вот ты... Я помню, я начала эту дискуссию очень давно, мы сидели с подругами моей мамы, и я просто спросила, говорю, а вы помните какие-то вот моменты, когда, ну, вот вас дискриминировали, да, какая-то дискриминация? И знаешь, там полился такой поток просто огромный историй, и, ну, потом просто повисло такое неловкое молчание за столом, потому что все задумались. И эта история есть у каждого. Вот. Вот, как раз, да, я чего опасаюсь, что если это движение, опять же, рано об этом говорить и очень далеко, но просто очень не хочется каких-то радикальных, жестоких исходов всего этого. Обиды внутри накопилось столько, что, ну, не знаю, если это все крышку снять, если эту, то там будет очень тяжело. Да, я согласна с тобой, знаешь, и у меня, я замечаю вообще, когда только началось особенно российское вторжение в Украину, и вообще первые месяцы, да, меня понесло в очень радикальный какой-то вообще в радикальную среду, и я иногда себя ловлю на мысли очень, что я говорю какие-то, ну, что мне кажется очень радикальные вещи, но это, наверное, нормально, да, ну, идет война, и нам проще проявить солидарность с народом Украины, потому что мы сами жертвы российского колониализма, и здесь, наверное, нормально, и злость, да, и все такое, вот, но я себя стараюсь останавливать, мне, наверное, помогло то, что я всегда напоминаю себе, у меня есть профессия политолог, я должна мыслить как стратег, очень-очень холодно и здраво, вот.
Да, ну то есть это, я согласна с тобой, радикализма его много во всех нас, и вот это, ну это, да, это какая-то личная борьба над собой, пытаться именно услышать других, и, ну, знаешь, здесь еще такой вопрос, что чего бы мы ни хотели, русские, этнические — это большинство населения современной Российской Федерации, и нам придется говорить рано или поздно. Вот, ну, с некоторыми, знаешь, даже, так сказать, хорошими русскими либералами, послушав их какие-то ксенофобские речи, не хочется никогда говорить, хочется закрыться от них, но потом понимаешь, что а куда денешься? Вот они никуда не уйдут. Да. Да, как Габдулла Тукай говорила, и без кетна без, так что... Вторая часть вопроса у меня была как раз про это, как с русскими разговаривать, с этническими русскими, с нерусскими, которые не видят этой проблемы, поскольку у татар еще такое двойственное положение. Самая частая фразу, которую я слышу, когда начинаю об этом говорить, что типа, ой, да у татар же все хорошо. Ну, как бы не на пустом месте даже вот это хорошо появилось, но тем не менее, вот. И тут, ну, наверное, не только нам, как с позиции, как нам, татарам, разговаривать с там, теми же оппозиционно настроенными людьми, просто с русскими, которые вне, опять же, там, вне политики. Как ты думаешь, какую ты для себя стратегию выбрала? Потому что, мне кажется, мы все сейчас находимся вот в этом поиске того, как об этом говорить и о чем говорить. Да, знаешь, я до сих пор с большим трудом, я тебе должна сказать, говорю с русскими. Я очень активно Твиттер веду, и мне очень часто попадает от русских. Вот, они очень не любят то, о чем я пишу, и мне всегда хочется закрыться и вообще забыть, и с этим хейтом вообще не сталкиваться, но нужно, конечно, выстраивать какой-то диалог. Ну, слушай, это ведь очень большая... Мне всегда больно, когда, вот опять-таки, да, я всегда пытаюсь идти от какого-то эмоционального, да, и личного, и говорить, ну, а вот как же там нет дискриминации, когда, посмотрите, ну, вот там условно проверяют паспорт там в метро, потому что ты вот так не видишь. И я знаю, что с многими людьми это резонирует, да, многие просто на человеческом уровне понимают, ну, вот это не есть хорошо. А кто-то продолжает отстаивать свою позицию. Ну, как с такими людьми говорить, я не знаю, ну, потому что, мне кажется, это такие какие-то общечеловеческие ценности, и для меня удивительно, что люди могут настолько холодно к этому относиться. Вот. Ну и, знаешь, я много изучала теории транзита власти. Это очень интересная такая область политологии, с которой нам еще предстоит столкнуться. Вот. Ну и там всегда есть такая теория, да, что как вообще договариваться. А теория транзита власти вся о том, что придется договариваться, иначе ничего у вас не получится. Ну что... условно, да, ты свое там какое-то движение за независимость, ты строишь его на абсолютном максимализме и радикализме всегда, ну, потому что так тебе легче достучаться до твоей аудитории, мобилизовать их и так далее. Но при этом нужно давать своей же аудитории понять, что когда ты сядешь за этот стол переговоров с условными русскими, да, тебе придется, вот, ну, как бы ты должен говорить об этом максимализме, но постепенно что-то придется отдать взамен, да, и так любые переговоры происходят. Вот. Ну, и я надеюсь, что мы не свой суверенитет будем отдавать взамен, но да, нам просто придется очень долго и муторно говорить. Вот. Как бы идти от максимализма, но быть готовым к тому, что придется пойти на какие-то уступки. Ну, я знаю, сейчас кто-то услышит и обвинит меня в том, что я недостаточно радикальна, но я думаю, что это просто правила политики и правила жизни. Так все переговоры происходят. Да, как будто бы сейчас складывается такая история, что сначала нужно хотя бы начать говорить друг с другом и не бояться этого. Ну, то есть те, кто не видит этой проблемы, попытаться понять, те, кто в этой проблеме живут и находятся, не злиться на то, что люди этой проблемы не видят, а полномерно объяснять, а потом уже
начать договариваться, когда мы все это увидим. О, знаешь, я еще хотела сказать про как раз-таки татарский брендинг, мы это упомянули. Да. Я опять-таки хотела сказать, знаешь, у меня всегда такая мысль, что еще почему у нас есть идентичность, да, и какая-то... Я люблю употреблять слово «государственность» в этом плане, потому что Татарстан ее все равно сохранил. Худо да бедно, да, там что-то теплится, и поэтому есть какое-то такое представление, да, о государстве, о родине, которая тебя ждет, что круто. А мне кажется, самое классное вообще, что происходит, это все эти явления типа очень классных татарских групп, да, Амаш, привет, вот, и татарские дизайнеры. Это вообще удивительная просто вещь, и просто то, насколько молодые ребята из Татарстана не побоялись и смогли максимально популяризировать культуру. И что говорить на татарском не кринжово совсем. Носить тюбетейки классно вообще, да, колфак там просто вообще стал для многих, я думаю, теперь как каким-то просто повседневным элементом одежды. И на самом деле, знаешь, я думаю, с этого начинается какой-то путь деколониальности, да, и борьбы за независимость, суверенитет вообще, за собственное достоинство, знаешь, я люблю так еще это называть, именно с того, что твоя культура — это современно, это модно и приятно, да, быть и вариться во всем этом. То есть это там не условный какой-нибудь, не знаю, телеканал ТНВ и какой-нибудь сейчас, я не знаю, какого... Не хочу обидеть никакого ветерана башкирской или татарской эстрады. Вот. Я боюсь так говорить, потому что мои бабушка и дедушка из сферы искусства, и на самом деле очень многие нынешние звезды татарской эстрады — это ученики моей бабушки. Она у меня хородирижер по образованию, они большинство учились у нее, поэтому я не хочу умалять заслуги своей бабушки, вот, поэтому не буду никого называть. Ну да, ну и известный факт, что большинство артистов это они из Башкортостана. Да, да, и из такого места, которое называется, раньше в советское время называлось Культпросвет училище в городе Стерлитамак, теперь это колледж культуры. Вот, я очень горжусь этой историей моей семьи, потому что этим заведением очень 20 лет руководил мой дед. Вот, и моя бабушка очень известный хородирижер, она там преподавала до вот совсем недавнего времени, да, и выучила очень многих известных деятелей культуры, не только певцов, да. Да, блин, кстати, крутая мысль, и это поможет хоть на какой-то позитивный конец вырулить, потому что действительно как будто бы сейчас из того, что мы действительно реально можем делать, мы все это делать нашу культуру модной, как в свое время джадидисты делали ее современной и тащили в 20 век из там консерватизма и так далее, то и сейчас нам нужно просто как минимум вытащить себя и себя вот из этого кокона того, что татарское — это синтезатор дешевый и очпочмаки, вот, во что-то большее, и что-то, может быть, придумывать вообще суперсовременное, но на татарском языке. Вот. Да, знаешь, и говорить о себе. Я думаю, вот мы говорили, как общаться и с русскими и так далее, так многие же просто ничего не знают даже о той же татарской культуре, если они никогда с этим не сталкивались. Вот, ну и поэтому, да, я всегда говорю, что я там... Слово «Россия» я всегда упоминаю в каком-то своем elevator pitch в самые последние моменты. Я всегда начинаю с того, что я татарка, и рассказываю всем, кто попадается на моем пути, о том, кто мы такие. Я думаю, с этого все начинается, о том, что нужно просто говорить, что мы есть. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Очень классный получился разговор. Сизгада биг зур рахмет. Биг зур рахмет. Да, мы можем закончить фразой без булдарабас, ну потому что... Без булдарабас. Иншаллах, как говорится, без булдарабас. Иншаллах. Алла берсе булдарабас. Алла берсе. Рахмет.
Спасибо вам за прослушивание этого эпизода. Подписывайтесь на подкаст на своих любимых платформах, а мы вернемся через неделю с эпизодом на татарском языке. Сау булгус.